Переезжаем мост, ребята. Очередной поход у нас сегодня будет. Сегодня собрались и поехали мы сейчас за грибами, за речи вот едем. Никита, Денис и две собаки еще в кузове. Так что будем искать грибы. Посмотрим, что-то найдем или нет. Давно уже не ездили именно за грибами. Все время рыбалка или обычные походы. А сегодня будут поход за грибами. Так что посмотрим. Все увидите. Старая лесопунтовская дорога, но здесь сухое место, никогда не портится дорога, хорошая дорога. Ягель с обеих сторон, что слева, что справа, основной народ сюда и ходит, ягоды, грибы собирает. От села недалеко, скажем, до сюда на километров 5, некоторые пешком ходят, некоторые на машинах, на мотиках. Пока лес стоит тут, будет выходить грибы будут выходить, ягоды, все будет. Вот так. А мы дальше поедем, еще километров 3-4 дальше поднимемся и будем собирать уже грибы, смотреть. Свой перекресток мы пропустили, а нам надо в этот ягель. В эту красоту сейчас заедем. Здесь дорога, мы видим. Не знаю, кто-то тут за нас уже заезжал. Нет сегодня. Здесь будем смотреть белые грибы, боровики. Как будто зимой мы едем. Смотрите, какой ягель. Тишина. Не знаю, живые нет там. Да. Сейчас. Но. 근데 아, 밀린다. 뭐 이거 비싸지도. Как будто мать с сыном. Вон там речка. Таежная речка очередная. Где Харри? Речка. Вот смотрите, сколько уже следов, столько уже рыбаков здесь побывало. Это недалеко от села. Куча рыбаков тут ходит. Но все равно что-то кому-то всегда попадается. Кому щука, кому хариус, кому елец. Вся рыба водится в этой реке. И сейчас вот с августа уже по этой речке поднимается щомга. Это не ростовая речка, сюда поднимается щомга. У нас 4 таежных речки, 3 из них поднимаются на нерест щомга. По количеству не знаю сколько штук, но факт, что есть в этой реке щомга. Не только хариус водится. Первые грибы, которые мне попались сегодня, это съедобные тоже. Это называется Иванчик, я не знаю. Эти-то бесятся. Я не знаю, как по-другому. Ну уйди, вон гуляй. И они съедобные, но неохотно мы их берем. Для сушки эти грибы, конечно, самые хорошие. Они
меньше, ну, как бы, если красноголовик сушишь. Там нормально это я теншуры. Это кузня-то вижу бы чущачкан. Вижга. Не боровик, а как же, ну-ка, что за гриб там? Ну-ка, уйди. Муна, айда. Желтая шляпка такая, желтая шляпка. Ну-ка, лучше шляпет кедлы. С другой стороны. Желтая шляпка и я не знаю, по-русски как-то тоже подзабыл. Это Иванчик у нас называем. Иванчик для сушки он размер не теряет. Как бы сушишь и если, как говорил, красные грибы, красноголовик и сушишь, он с размером очень маленькие становятся. А такие грибы для сушки самое то. Но пока их не будем брать. Будем собирать красноголовиков, если найдем, конечно. Что-то не очень так. Вот смотри, первый гриб. Это красноголовик. И уже, как мы видим, уже с червями тоже. Надо срезать, посмотреть. Нормально. Там маленькая точечка есть, но это почистим дома. Сейчас пока капризничать не будем. Но будем брать пока все подряд. Или выход только что был, или же не заметили грибники этих красавчиков. Мелкие, он такие. Вот перед этим я одного нашел и вот еще 2 штучки не крупные. Вон сколько червей. А возьмет человек, скажем, с ногами, и вон такая картина внутри. Вот такие дела. Я только беру шляпки. Вот так. Также брусника есть. Все есть в этом лесу. Айда от меня не отходит. Вон там мои дети и Тулан возле них крутится. Айда, как всегда, со мной. Она от меня шаг не отойдет. Только на охоте, где вот боровая дичь, она чует там тогда уже уходит, отходит дальше. Вот эти тоже серые грибы. О, красивые вон как красивые. Так, вон еще гриб. И тут. Вот так вот. Ну, это на жаркое пойдет. Это на жаркое. Вот такие грибы собираем. Вот так вот. Это 3-й гриб. О. В середине гниль. Это середку убираем и все чисто. И тут тоже середину убрали, все чисто. Я вот так, только так беру. Чистые грибы. Вот так вот. Ну, потихоньку, да, собираем. Собирается. Видно, что где людей не было, там можно найти грибы. А так здесь уже прочесали все подряд. Никита уже в пакете там вижу, что грибы он немножко тоже собрал. Никита! О, тачи взяли. Найдор. Некогда тебе. Нашел. На жаркую. О, 2 собаки у меня тут. Тулан. Да, возле тебя и крутится он. Вон тоже только пни остались. Вот здесь вот видно, что грибы были и собрали. Тула. Ой. Лезет на еду тоже. Играет. Это что-то, это Иванчик. Это не серия. А ну-ка. О, нормальное количество уже. Красноголовиков, я смотрю, практически нету. Все вот эти желтые грибы. Желтые и Иванчики. Как по-другому. По-русски никак не могу вспомнить. Так. Там уже, наверное, дальше дорога или нет еще?
Ну да, там дорога. Здесь такая борозда, вон смотрите, это борозда от пожаров, если, скажем, вот в этой стороне пожар, чтобы огонь не перешел на эту сторону. И лесничество раньше так все делало, такие борозды. А сейчас не знаю, что-то делается, нет. Как-то на вырубках еще сажают саженцы, а от пожаров, может, и делают. Может, делают, просто я не знаю. Так, вот тут дорога, по которой сейчас мы уже поднимались. Туй saya sen wood. Лакось чабермунам. Вот так. Вот здесь мы поворот сделали. Ну да, без отца гуляют. Хорошо им. Лесная дорога поднимается прямо. Там был через речку мост, переезд на Зимник в основном делали, а сейчас наверное, ничего нету. Может, еще до туда поднимемся сегодня. Все в сборе. У нас один боровик и вскрытие показало, что вот чисто все. Думал, в ногах червей нету. Ну да, все чисто. Вон, смотрите, как, я не знаю, как, ну, нет слов, в общем, красота. Одна красота. Заметили прям возле дороги боровик. Никогда доставай нож. Давай стрижем, посмотрим. Интересно, даже фотографию сделаю аккуратно. Ну-ка посмотрим, нормальный, нет. О, свежий. Ну-ка пополам еще. Проверим. Ага, вот смотрите, какой чистый гриб. Хороший чистый гриб. Да? Все берем. Второй боровик за утро. Пока второй. 0 лет. А, у тебя 3 штуки? Четвертый тогда уже. Нормальный ход. Хорошее жаркое сегодня будет из грибов. Наконец-то вспомнили. Моховик, ребята, это. Моховик. Вот про желтый гриб, который я говорю. Этот-то идет. Ну-ка уйди. Моховичок. Он такой, как гора, как пирамида. Красивый тоже. Угу. И без червей. Ножку оставляем. Он нам не нужен. И не надо писать, что ножку оставляем и погибает гриб. Это ерунда. Я не верю в такую ерунду. Ну-ка уйдите. Ага. Вот так, молодец, Айда. Так его учи. Жизни. Лезет, блин, кобылина. Вот, смотрите, сколько грибов. В принципе, это тоже нормальный гриб. Иванчик. И на черви тоже, как гриб без червей. Надо выбирать. Очень много. 2 штуки. Они кучей так выходят. Угу, нормально. Айда подустала, лежит возле меня. О, хорошо ей. Айда. А? Комары-то собираются. Комары. Ай, сейчас помельче, которые наберем. Да, хорошие грибы. Очень даже хорошие. Ну, в комментариях пишите, что за гриб вот такой. Он такой серый цвет. Вот такой подшляпник у него. И поком Иванчиком называем мы его. Я не знаю, почему так назвали этот гриб. Но гриб, как говорил, хороший.
Угу, хороший кустик. Ладно, наберу я побольше этих на жарку. Ну, в принципе, у нас втроем собираем. Гриб собирается уже. Нормально так набрали. Для сушки надо тоже пособирать на зиму. Хорошо. Отличная погода. О, а тут сколько. Я увидел те грибы, а под ногами еще, оказывается, такая куча стоит. Вот так будем тоже собирать. Вон как еще чисто. 3. Так. 4. На этот какой-то вялый. Ой. 4. Айда со мной. 4. Так. 5. Тоже чистый 6. 7 штук с одного места. Очень даже неплохо. Да, Айда. Не оставляешь ты меня? Не оставляешь ты меня. Молодец. Сегодня какая история? Вот моя УАЗиком подъехал тоже с утра. Надо было съездить в одно место. Подъехал, ну, пошумел там на УАЗике. Думаю, Айда выйдет, не выйдет. Поход поедет, нет. Как только к вольеру подошел, он устремился ко мне навстречу. Потом моментально побежал в свою будку, в конуру. Побежал там, буквально секунду 3 подумал, что делать. И решил поехать. Он сразу подошел ко мне. Ну, даже не надо было уговаривать. Подошел ко мне и взял, посадил на цепь и вывел как бы на УАЗик на цепи. И все нормально. Села сразу. Ну не села, а я помог тоже подняться на кузов и поехала в поход. И в будущем она уже не будет вообще не бояться от шума УАЗика и будет с нами ходить в поход. А если спрячется в будку, я уговаривать, как и говорил в прошлом видео, я уговаривать не буду. Пожелает в поход с нами, сразу она выйдет и сядет на УАЗик, поедет. Смотрите, что я нашел. Проверенный боровик. Кто-то уже тут проверял. Вот смотрите. О, также даже не снимали, просто проверили посередине, с червями гриб или нет. Вот так вот. Вот в этом месте они тоже выходят. Я этот уголок, в принципе, тоже знаю. Вот возле этой дороги местами такие участки ходят. Угу. Здесь должна быть где-то избушка. Может, еще сходим к избушке, посмотрим, что за изба. Не знаю, где мои дети. Тулана не вижу и их не вижу. Сколько собираю грибы, вот такое еще не видел ни разу. Смотрите, вот под шляпкой там набухло все. Мясистый гриб какой-то интересный. Вот такие бывают грибы. И там еще один. Тоже гриб хороший, думаю. Ну да, неплохой, хороший гриб. Вот так. И там я вижу тоже. А детей я не вижу, куда они запропастились. Красноголовый, старенький тоже выход. Старый. И тут еще один. Вот так. 3 гриба тут нашли. А тут речка должна быть. Так, посмотрим речку. Ну да, речка она родимая. Кормилица тоже. Многих кормит. Мало рыбы, но рыба есть. Айда, как всегда, купается. Красноголовых, ребята. И с червями. Там уже кто-то он ломал раньше меня. Проверял. Ну и тут тоже. Ну, можно выбрать, конечно, большой участок. Но все равно, вон, смотрите, сколько этих опарышей. Вон. Что я не люблю. Фу, блин.
Смотрите. И с ногами люди берут грибы, увозят домой, не проверяют. А смотрите, что творится. Не верю, что грибы все чистые. Фото выкладывают, показывают. Вон, что они едят. Ну, я не знаю. У людей, наверное, аппетит такой. Кушают все подряд. Мне пишут тоже, сколько мяса выкидываешь. Я эту заразу кушать ни за что не буду. Я не такой голодный, чтобы жрать эту фигню. Вот такие делишки, ребят. Я это выкидываю. Так. Косач ночевал. Видно, что следы, это зимние следы у него остались. В лунке сидят они всю ночь и так и оставляют. Вон еще грибы. Смотрите, какой красивый участок. Смотрите. Ну, надо же, так получится он зеленый, как ковер. И на середине такой гриб. Вот такие делишки. Редко такое увидишь. Я не знаю, от чего такое место такое красивое. Почему так получается. Два красноголовых, вот тоже гнилые уже, наверное. Ну, как видим, уже еще беда с этими грибами. Вот. Ну, не могу останавливаться после тех комментариев, что я ноги оставляю. Ну вот, я не проверил этот гриб. Вот не проверил, оставил. Или вон те грибы не проверил. Они ведь гниют. Ноги оставляют. Природа. Это корни. Если лопатой ты не корни не уберешь там, ничего с ним не будет. Хоть еще как будут гнить эти ножки. Не надо писать такие комментарии, что я ноги оставляю. Я гнилые ноги я никогда не ем. Это когда ты первый сезон, когда грибов вообще практически нету. Первый выход. И ноги вот тогда я беру, чтобы жаркое сделать. Хоть из чего-то. И то только чистые ножки беру. Вон там уже наш УАЗик. Я не понял, где мои пацаны. Не вижу их. Так, выгрузим, что мы собрали. Это у старшего. Сейчас посмотрим, сколько что собрал. Кто сколько собрал вообще. Так, ребятушки, у нас боровики. О, 2, 3, 4 штуки получается. Нормальный ход. Сейчас у Олега что творится, посмотрим. Насекали. 5. 5 штук. 5 штук. Это у Олега. У меня только эти серые грибы. Как Маховик. Маховики, иванчики. 2 вида грибов. Ну, смотрите, нормально уже. Уже на жаркое, на суп и на этот, для супки. Все, нормально. Это у Никиты. У Никиты, наверное, тоже как и у Дениса. Вон большой боровик, 2 штуки, потом маховики все. Вот смотрите, какое количество. Ништяк, ребята, ништяк. Мы пока довольны. Это была первая остановка, сейчас поедем дальше, повыше. И там, конечно, не так знакомые места, но все равно надо остановиться, посмотреть, поглядеть. Думаю, еще будет интересно, найдем еще и грибов. У нас 2 ящика. Еще будем собирать. Сейчас попьем чай и дальше поедем. Ай, да уже подустала она. Вода стоит, кобылина. Ага. Разозлилась. Вон, звуки зубов таких клыков. Мудень. Обижаю. Тайду. А этот тоже устал. Все. Ну все, поиграли. Сейчас дальше поедем. Лесная тропинка. Там где-то должна быть изба. Посмотрим. Айда внимательно смотрит на деревья. В надежде увидеть какую-нибудь боровую дичь. А тут кроме синичек ничего не видно. И, как и говорил, вон изба.